Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Джовхар Кенеша в Конституционном суде Сарану Самату Хуштабековичу. Прошу вас пройти к трибуне. Саламатсыздар, урматтуу Конституциялык судьялары, урматтуу төраға. Джовхар Кенеш Кыргызской Республики по ходатайству Молдагазия Нурбека Дюшиналиевича о проверке конституционности пункта 7 статьи 129 и пункта 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики отмечает следующее. Джовхар Кенеш Кыргызской Республики считает приведенные в нем доводы необоснованными, а требования обращенной стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Основным общепризнанным принципом при осуществлении правосудия является предоставление любому лицу, участвующему в деле, возможность быть выслушанным в суде. Суд не вправе рассматривать и разрешить дело без обязательного извещения о дне судебного разбирательства лиц, участвующих в деле и представителей. Рассмотрение дела судом без извещения лиц, участвующих в деле, будет являться основанием для отмены вынесенного по делу судебного акта пересмотра дела. Данный принцип отражен в Конституции. Судопроизводство осуществляется на основе состоятельности и равноправия сторон. В связи с чем содержание данного принципа для отдельных видов судопроизводства раскрывается в процессуальных кодексах. Согласно статье 130 Гражданского процессуального кодекса Республики, лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения, извещение посылается на последнему известному суду адресу и считается доставленным, хотя адресат по этому адресу более не проживает или не находится. Данная норма обязывает лиц, участвующих в деле во время производства по делу, сообщать суду об изменении своего адреса. В соответствии с положением пункта 3 части 2 статьи 131 Кодекса, лица, участвующие в деле, иные участника процесса, считается извещенным надлежащим образом, если извещение направлено судом по последнему известному суду, месту жительства физического лица или месту нахождения юридического лица не вручено в связи с отсутствием адреса по указанному адресу. Надлежащее извещение участников процесса о времени места проведения судебного разбирательства является гарантией реализации принципа состоятельности и равноправия сторон. Суд только тогда вправе рассматривать дело в отсутствии какого-либо лиц, участвующих в деле, когда суд располагает сведениями о том, что указанные лица были извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом. Установленное пунктом 7 статьи 129 Кодекса положение, являясь частью механизма судебного извещения, направленным на соблюдение процессуальных прав и сторон, обеспечения их участия в судебном процессе. При этом данная норма не ограничивает и не умаляет права граждан на судебную защиту. Это положение Гражданского процессуального кодекса Республики, регламентирующий порядок уведомления участников процесса, является важным элементом обеспечения справедливости и оперативности судебного разбирательства. Они устанавливают четкие правила и обязанности для всех сторон, участвующих в процессах, что способствует юридической определенности и равенству участников. Эти нормы способствуют предотвращению затягивания судебного процесса и обеспечивают доступность правосудия для всех участников судебного процесса. Также, согласно статье 9 Закона Кыргызской Республики о внутренней миграции Кыргызской Республики, каждый гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства и месту пребывания в пределах страны. Также, в соответствии с пунктом 9 положение о правилах регистрации снятия граждан Кыргызской Республики с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 4 декабря 2004 года, гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 10 рабочих дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться в орган регистрационного учета заявлением по установленной форме. Это не только обеспечивает гражданам условия для реализации их прав и свобод, но и является важным элементом регулирования внутренней миграции. Кроме того, согласно требованию пункта 96 положения о порядке государственной регистрации юридических лиц, филиалов представительств юридических лица, филиал обязан в течение 30 календарных дней с момента принятия решения уведомить регистрирующий орган об изменении местонахождения и паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющих личность физического лица учредителя. Также паспортных данных или данных иного документа,
удостоверяющего личность руководителя. Таким образом, вышеуказанная норма регламентирует обязательный порядок уведомления при смене места жительства для физических и юридических лиц. Необходимо отметить, что Гражданско-процессуальный кодекс Республики предусмотрено в случае рассмотрения дела в порядке заочного производства ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение. Заявление об его отмене в течение 5 дней с момента получения копии решения или обжаловать заочное решение в апелляционном порядке после течения срока на подачу заявления об отмене этого решения. В соответствии с статьей 242 ГПК Кыргызской Республики заочное решение подлежит отмене с возобновлением рассмотрения дела по существу, если суд установит, что неявка ответчика или в судебном заседании была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и что при этом он представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание решения. На основании вышеуказанного считаем, что оспаривание пункта 7 статьи 129 и пункта 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Республики не является противоречащим нормам Конституции указанного ходатайства. Руководствуясь статьей 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Молдогазиева о проверке конституционности пункта 7 статьи 129 и пункта 3 части 2 статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1, 2, 4, 6 статьи 23, части 2 статьи 24, частям 1, 2 статьи 56, части 1 статьи 61, части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо.